Это рубрика «Спорт» на телеканале «Якутия-24», в студии Полина Долинская. Стал известен состав российской команды на предстоящий чемпионат мира по фигурному катанию в Стокгольме. В мужском одиночном катании примут участие Михаил Калида и Евгений Семененко. В женском одиночном катании выступят Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Александра Трусова. В соревнованиях спортивных пар выступят Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Байкова и Дмитрий Козловский, а также Анастасия Мишина и Александр Галямов. В танцевальных дуэтах страну представят Александра Степанова и Иван Букин, Виктория Синицына и Никита Коцалапов, Тиффани Загорский и Джонатан Гурейро. Чемпионат мира в Швеции пройдет с 22 по 28 марта. Гораздо печальнее обстоят дела у наших хоккеистов. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства российские спортсмены вынуждены выступать без национального флага и гимна на чемпионатах мира и Олимпийских играх аж до декабря 2022 года. Чемпионат мира по хоккею в 2021 году пройдет в Латвии с 21 мая по 6 июня. Сборная России по хоккею вынуждена выступить под флагом Федерации хоккея России или Олимпийского комитета России. Россияне выступят в группе А. В первой встрече наши соотечественники сыграют с чехами в первый день чемпионата. На следующий день состоится матч со сборной Великобритании. Далее хоккеисты из России выйдут на лед со сборной Словакии, Дании, командой Швейцарии, со сборной Швеции и завершат групповой этап россияне матчем с белорусами 1 июня. По результатам прошедшего регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги был выявлен ряд лучших спортсменов. Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Яшкин признан лучшим форвардом прошедшего месяца в КХЛ. Вместе с командой чех одержал в феврале 8 побед в 9 матчах, набрав 13 очков. Общий показатель полезности составил плюс 6. Ларс Юхансон из ЦСКА признан лучшим голкипером месяца. Вместе с командой он выиграл все 6 встреч в феврале и в 3 из которых отыграл на 0. В сумме он отразил 155 бросков. Лучшим защитником стал Ник Бейлен из Челябинского «Трактора», в активе которого 11 очков. В матчах с ЦСКА и Магнитогорским «Металлургом» его голы стали победными. В игре с Минским «Динамо» он забросил 2 шайбы. Новичком месяца стал Клим Костин из Омского «Авангарда». 21-летний нападающий набрал 9 очков, забросив последнюю шайбу в игре с Нижегородским «Торпедо». Регулярный чемпионат завершился 27 февраля, а первые матчи плей-офф стартуют уже 2 марта. Байкальский ледовый марафон выиграл Алексей Смертин. Забег по льду озера Байкал в минувшее воскресенье выиграл бывший капитан российской сборной и полузащитник английского футбольного клуба «Челси». Ледовый марафон проводится в 17-й раз, и, несмотря на пандемию, участие в нем принимают атлеты и из других стран. Подробности расскажет Татьяна Гомозова. На Байкале в последний день зимы в 17-й раз прошел ледовый марафон. Эта экстремальная гонка по льду Сибирского озера обычно собирает десятки атлетов со всего мира. Как сообщили организаторы, и в этом году заявки подавали 300 человек. Но из-за пандемии выйти на старт смогли только 83, в основном жители России. Но также и некоторое количество иностранцев, включая 10 бегунов из Японии. В итоге гонку на 42 километра выиграл бывший капитан сборной России по футболу Алексей Смертин. Он преодолел дистанцию за 3 часа 29 минут. Этот марафон не совсем про скорость, скорее про выносливость, про проявление характера, про отчасти самопожертвование. А в этом я поднаторел с лет 5, когда начал заниматься целенаправленно футболом. Ледовый марафон на Байкале, среди прочего, призван привлечь внимание к экологическим проблемам и проводится под девизом «За сохранение чистых вод». Часть вырученных от его проведения средств пойдут на высадку деревьев в Байкальском биосферном заповеднике. Переходим к региональным новостям. В Мирном открыли горнолыжный сезон 2021 года. На базе «Алмазная долина» прошли первые соревнования по катанию на сноуборде и горных лыжах. Кто осмелился поучаствовать, несмотря на внушительный минус на термометре, и помогла ли мерзлая трасса спортсменам, расскажем в следующем сюжете. Их мало, но они в тельняшках, точнее в горнолыжных костюмах. Поучаствовать в открытии сезона решились немногие, побоялись мороза. На улице выходные было минус 25 градусов. Покорить главный склон алмазной столицы приехали спортсмены из Ленска, Айхала и Удачного.
Мы регулярно приезжаем с командой из города Удачного, где тренируемся, и сюда приезжаем как бы на все соревнования, стараемся выехать, поучаствовать в соревнованиях, обменяться опытом. Из-за морозов склоны открыли только 13 февраля, на 2 месяца позже обычного. Спустя пару недель в честь открытия работники КСК провели соревнования. Чтобы спортсмены не замерзли, организаторы решили сделать упрощенную программу. Для лыжников и сноубордистов по 2 захода. Хоть трасса и несложная, катались по ней только подготовленные спортсмены – 16 человек. Если человек имеет более-менее опыт катания на сноуборде или на горных лыжах, при просмотре трассы определяется техническим, допустим, персоналом проведения соревнований, допустить этого спортсмена к соревнованиям или нет. Промерзший склон доставил неудобства спортсменам. Снег твердый, скольжения недостаточно. В этом году, да, погодные условия, конечно, такие экстремальные, но трасса подготовлена очень хорошо. Склон в отличном состоянии. Это большое спасибо Алмазной долине. Как говорится, хорошему спортсмену ничего не помешает, если он нацелен на победу. В этот раз медали и кубки не остались в Мирном. Призы увезли с собой линчане и удачницы. Анна Брянская, Кирилл Шолохов, телеканал «Алмазный край». На этом наш выпуск подошел к концу. Мы продолжим следить за развитием событий в мире спорта.